Приветствую вас, тельцы, на моем канале. Сегодня хочу рассказать, что будет происходить в вашей жизни в марте 2021 года. В таких сферах жизни, как любовь, карьера, финансы, здоровье. Также мы посмотрим ваш внутренний мир, препятствия и в конце совет я вам дам. Весь расклад сделан на 7 колодах. Да? За каждую сферу отвечает своя колода. Мне захотелось в благодарность вам за интерес к моему каналу, к моим видео, да, за ваши лайки и дизлайки даже, да, за ваши подписки особенно. Сделать такой вот сложный расклад. Я намеренно, да, не стала записывать перетасовку колод, саму раскладку, да, чтобы не отнимать ваше время и сразу приступить к прочтению, да, прогноза. Так вот, почему я взяла 7 колод? Для того, чтобы колода могла полностью участвовать в каждой отдельной сфере, да, получается. Например, да, вот как у вас. Если здесь выпала пятерка пентаклей в карьере, она бы уже не выпала в финансах. А видите, она вот повторилась в финансах, то есть как бы она усугубила эту ситуацию. Поэтому вот, ну, я посчитала, что это как бы так будет правильнее и лучше, да, ну, сложнее, но так зато правильнее для расклада. Хорошо, тогда приступаем, да. Начинаем мы с внутреннего мира вашего. Еще я разделила, первая часть идет, это первая половина марта, а это вторая половина марта, то есть с 1 по 15, с 15 по 31. Ну, буду говорить первая и вторая половина. Значит, первая половина марта. Здесь у вас королева облаков, да. Это у нас эмоциональное состояние, знаете, это когда зажатость, рамки, высокие моральные требования к себе, к другим. Это такой аскетизм, отказ себе во всем, да, дабы показать, вот какая я святая, какая я вся правильная. Но это также еще, знаете, как это желание быть лучше других, да, выше других. Поэтому эта карта говорит, вам нужно научиться не осуждать, не ограничивать и прощать других людей, да, перестать быть вот этой вот такой моралисткой, да, просто вот моралисткой, по-другому тут не назовешь эту барышню, которая живет в клетке, да, потому что здесь вот видите, клетка нарисована, а вы сами живете в клетке, еще и других этому пытаетесь научить. Ну, тут как бы, понимаете, не зря следом идет карта осознанность, которая говорит о том, что тут у вас, возможно, возникает полное понимание собственных мыслей, действий, чувств. Это когда вы начинаете жить осознанно, когда вы включаетесь во все процессы жизни. Вы перестаете, да, контролировать других, а начинаете больше внимания уделять как бы своей жизни, своим эмоциям. И не летите вперед, не несетесь, а именно вот спокойно, осознанно живете и как бы проживаете каждую минуту своей жизни. Осознанно это когда, видите, здесь прожигается, да, как бы все вот эти ваши мысли, все, что вы на себя навешали, да, вот это от других наслушались и навешали, это все сжигается, и появляется ваше истинное я, да, то, какой вы, какой вы настоящий, а не то, что на вас навесили с детства, да. Хорошо, давайте перейдем теперь к нашим реальным сферам, да, любовь, карьера, финансы, здоровье. Посмотрим, что здесь. Любовь. Но здесь прекрасная карта, такая девятка пентаклей, красивая женщина, да, говорит о том, что человек независим, он находится в гармонии с самим собой. Да, и тут для одиноких, допустим, у кого нет пары, она говорит, что, вы знаете, тут даже возможна встреча с каким-то интересным человеком, но вы можете тут 100 раз подумать вообще, стоит ли вам как бы ввязываться в эти отношения, потому что вам здесь тут так комфортно одной, да, в этих там классных для вас условиях, да, вы так привыкли к этой жизни, и вот вам, возможно, даже не захочется пускать этого второго человека в свою жизнь. В общем, тут вы подумаете еще, да. Для пар, что это может карта говорить? Ну, она говорит просто о каком-то приятном времяпрепровождении, да, возможно, вы куда-то поедете, пойдете, может, какой-то небольшой совместный отпуск, да. И вообще карта говорит, что в такой паре нет, знаете, головной боли, тут нет итальянских страстей, то есть здесь все спокойный образ жизни, все налажено, все роли распределены, все комфортно.
всем классно, короче говоря, да. И если, допустим, в паре была ссора, да, то карта говорит о примирении. То есть вы помиритесь, и все будет хорошо. Переходим ко второй, да, части марта, ко второй половине. И тут у нас, знаете, возникает такая маленькая проблемка, да. Здесь, если у вас, вы так и не встретили никого, да, в первой половине марта, то во второй тут даже и желания не будет кого-то встречать, да. Тут, как говорится, бы со старыми проблемами разобраться. Тут не до встреч. А вот для тех, кто в паре, здесь возможны разные варианты развития событий. Ну вот смотрите, один из вариантов это точно будет разъезд, да. Как может складываться? Один из вариантов, допустим, человек уезжает просто на работу или по делам, или просто куда-то уезжает. Может, он у вас там моряк, морячка, да, там, не знаю, дальнобойщик, то есть человек просто уезжает. То есть если он в первой половине месяца еще был дома, то во второй он точно уезжает. Это если как бы все нормально в отношениях, да. Если у людей, они просто разъезжаются, может, он у вас работает в другом городе и приезжал, да, в отпуск. Если у вас конфликт, да, вы в ссоре, то карта говорит о том, что вам скорее, знаете, захочется пожить просто отдельно друг от друга, да, разъехаться, подумать о своих чувствах, разобраться в них, и потом, возможно, вы съедетесь и помиритесь. Но тут как точно вы разъедетесь, однозначно, да, вы там, допустим, поедете к маме пожить, он останется жить в вашей квартире, ну или наоборот, это не важно. Просто суть в том, что вы разъедетесь. И еще вариант, какой может быть, это когда люди живут под одной крышей, да, то есть если никакого отъезда не состоялось, да, и вы остались жить одной, под одной крышей, то карта говорит о том, что вы просто вот живете вместе, но вы как бы психологически, да, абсолютно далеко друг от друга. Вы живете двумя параллельными жизнями. Ну вот так, да. Вот такой у меня для вас прогноз на любовь. Хорошо, переходим к карьере. Что здесь? Десятка мечей. Ну, тут, знаете, желание объять необъятное, похоже на вас, тельцы. Отсюда, конечно, изнеможение, профессиональное выгорание, понимаете? То есть здесь такой заморенный работник, выжатый лимон. Видите, у него тут какая прям адская боль на лице. Что здесь? Здесь по этой карте идут неудачные переговоры, какие-то неудачные сделки, проекты, все как-то, знаете, не складывается, не получается ничего, да, то есть если это собственный бизнес тоже, неудачи, разорение, возможен крах, какие-то проблемы, может неожиданное увольнение быть по этой карте, потеря работы, да, то есть если вы с кем-то соревновались, вы проигрываете в этих соревнованиях, да, если вы с кем-то там, допустим, задолженность у вас была, да, там война с кем-то, вы еще какой-то человек претендовали, то вы здесь проигрываете. В общем, и еще эта карта показывает слишком много интеллекта, да, вот и десятка мечей – это максимум интеллекта, то есть это может быть такое какое-то коллективное безумие, да, неадекватное поведение работников вообще в компании, в фирме, не знаю, там где угодно, то есть там, где работает большой коллектив людей, то есть, знаете, люди такое ощущение, что с ума сходят. Поэтому, то есть тут с работой все очень непросто у тельцов. Я уж не знаю, там у кого как будет проигрываться, но если не будет увольнения, то точно будут проблемы, и, ну, с ними будет очень как бы непросто справиться. И пятерка пентаклей, понимаете, еще как и продолжение, то есть это еще и перетягивается во вторую половину марта. Потому что пятерка пентаклей говорит о том, что если вы ищете работу, вы точно ее не найдете, да, даже как бы и не пытайтесь. Вы можете упускать возможности здесь из-за того, что вы не верите в свои силы, да, вы не верите в себя. Также здесь, что может быть, нет клиентов, потеря доходов, проблемы, опять же, в коллективе. То есть, ну, продолжается. То есть весь месяц вот это вот, все эти проблемы на работе будут и в первой, и во второй половине. Также здесь может быть даже и ликвидация самой фирмы, понимаете, или компании. Массовое какое-то увольнение сотрудников. Еще эта карта говорит, если вы хотите менять работу, вот прям можете смело менять и не бояться по этой карте, да.
Еще она показывает завал каких-то экзаменов, аттестаций, да, то есть, может быть, вы там какие-то переаттестации проходите, да, где-то вам нужно какие-то отчеты делать, еще что-то. В общем, здесь тоже провал, провал и завал. В общем, временная полоса трудностей, но она временная. Пятерка пентаклей говорит о сроке в месяц. Ну, вот если мы захватываем начало месяца, то это просто, возможно, весь март будет такой какой-то не очень удачный, да. Как бы дальше все пойдет лучше. Но это будем смотреть на апрель, как оно там будет дальше уже в апреле. В общем, в карьере будьте внимательны и осторожны, потому что там все непросто. Финансы, да. Что с финансами? Ну вот здесь как раз стабильность. Императрица говорит о стабильном положении. Почему? Ну потому что работа все равно есть, хоть там и проблемы, да. То есть, соответственно, зарплата выплачивается, да, все продолжается, поток, да, поток идет, как говорится. Причем здесь вы, как телец, у вас кроме зарплаты еще, я думаю, там есть и всякие дивиденды, и, возможно, да, вы там можете сдавать квартиры в аренду, да, там машины в аренду, не знаю, все что угодно можно сдавать и получать от этого еще какие-то доходы, плюс какие-то государственные могут быть там дотации. То есть вы тут найдете, да, методы, откуда, да, ручейки этих денег будут стекаться, как говорится, к вам. Поэтому здесь с деньгами все прекрасно. То есть деньги есть, деньги приходят, и вы их как-то аккумулируете, увеличиваете, ну, максимально правильно с ними обращаетесь, так скажем. А вот во второй половине месяца начинаются проблемы. Понимаете, пятерка пентаклей. Она говорит, что здесь начинаются трудности. То есть, возможно, здесь в фирме были какие-то ваши, да, на вашей работе. Произошли какие-то проблемы с деньгами, может быть, да. Причем тут еще идут крысы, потом я вернусь. И реально проблемы с деньгами. То есть компания не получила деньги, не знаю, там, если это государственное предприятие, там, им ничего не перечислили, да, допустим, если вот вы врач, и деньги не пришли, вы не получили деньги. То есть нет источника дохода, зарплаты нет. То есть один, понимаете, вот один из источников дохода отпал, да, скажем так. Поэтому здесь карта, конечно, вообще такой, карта неприятная, она карта бедности, нужды, потери, разорения, да, то есть это даже может быть какая-то зависимость от других, то есть вы не получили деньги, и вам нужно попросить их, допустим, у кого-то, у родителей, у мужа, у жены, не знаю, то есть вы именно финансово становитесь зависимым от другого человека. Деньги, на которые рассчитывали, могут не прийти. То есть тут, возможно, зарплату вы получили, а вы не получили дивиденды, да, там банк вам не отдал, или там человек, который у вас снимает квартиру, сказал, что в этом месяце не отдам в следующем. То есть потеря идет, какая-то потеря одного из источников дохода, да, возможно. Возможно, и не одного, а нескольких. Ну, в общем, с деньгами, да, здесь нужно быть максимально аккуратными, поэтому тут нужно все контролировать, рассчитывать, все как вы любите. То есть здесь как раз нужно включить вот эту вашу тельцовскую, да, черту, которую вы умеете, все подсчитать, рассчитать, разложить по полочкам в финансах, потому что там нужен учет. Хорошо, переходим к здоровью, да, здоровье, шестерка пентаклей. Ну, со здоровьем все в порядке, тут крепкий иммунитет, в принципе, да. Тут важно правильно питаться, вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, и оно будет в порядке. Стараться не перетруждаться, да, потому что по десятке здесь человек прям вот на работе там, с утра до поздней ночи. Больше отдыхать, что тут может быть? Могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, побаливать сердце может, да, от всех этих проблем. Ну и нервы, соответственно, да, расстройство нервной системы, опять же, по этой же причине, да, потому что там какие-то проблемы, все не слава богу, как говорится. Паж Пентакли, о чем нам Паж говорит? Вторая половина марта. Она говорит, что даже если вы не молодой человек, да, то организм у вас, можно сказать, такой молодой, свеженький, да, здоровенький. Но, тем не менее, за ним нужно следить, не запускать, да, то есть постоянно там делать какие-то анализы, проверять свое здоровье. Опять же, правильное питание, прогулки, отдых, да, там, не знаю, фитнес какой-то, да, то есть вести подвижный образ жизни, да, не засиживаться. Что тут еще? Тут могут проблемы быть с суставами ноги. Что тут еще?
Могут быть какие-то детские болезни идти, да, там краснухи, ветрянки, вот эти всякие, потому что Паша у нас ассоциируется с детьми еще. И, конечно же, беременность и роды, потому что это ребенок Паш, да, то есть кому актуальна беременность, роды. Ну, вот так вот, да. Хорошо, переходим к препятствиям. Препятствия. Первая половина марта. Паж жезлов. Ну, тут она говорит о том, что вам трудно сконцентрироваться на цели, да, собрать мысли как-то воедино, в кучку. Тут вот нет концентрации внимания. Возможно, знаете, от этого и все проблемы, что вы как-то расфокусированы, понимаете, вам нужно собраться до кучи. Может быть, тогда и на работе все наладится. Как-то вот на вас это не похоже, в общем. Понимаете, на вас это не похоже. И вторая половина, 21-й старший аркан, да, говорит о том, что вам нужно как бы плыть к новым берегам, да, эта карта советует выходить из своего прежнего мира и плыть к новым берегам. То есть здесь очень похоже на то, что либо если вы собираетесь расставаться, да, то есть ну, именно разъезжаться и расставаться, то есть вам нужно уходить от этого человека. Просто уходите, все, уходите, искать новый домик, да, и жить в этом новом домике, потому что здесь, как говорится, уже ничего хорошего вас не ждет, да, если это касается личной жизни. Если это касается работы, то здесь тоже. Плыть к новым берегам имеется в виду искать новую работу, какую-то более, не знаю, с более высоким доходом, да, там, где к вам относятся лучше, уважительнее. В общем, совет карты, да, не совет, вернее, да, а препятствие. Вы боитесь это делать. Ну, а раз вы боитесь, то как раз нужно идти туда, да, нужно идти в свои страхи и как бы их побеждать. Потому что препятствие – это страх здесь. Вы боитесь этой новой жизни, это вот у овнов тоже так сейчас было. Они тоже боятся, но бояться не надо. Нужно вот разрывать отношения, если они уже подошли к своему завершению, да, уходить с работы, если она вам не нравится, прям делать это и не бояться. И вот смотрите, совет, как тут интересно получается, да. Кольцо говорит, вы должны держать свое слово и выполнять свои обязательства. Возможно, я думаю, возможно, вы на работе что-то сделали не так. Возможно, мы кому-то что-то пообещали. Что-то где-то вот, какой-то договор, что-то где-то вы должны были сделать и не сделали. И отсюда пошли все проблемы. Понимаете? То есть ищите проблемы в каких-то бумажках, да, или просто в каком-то обещании. То есть вы кому-то что-то пообещали и не выполнили. И отсюда пошла вся вот эта вот, да, уже целый ком этих проблем. А всего лишь от какого-то обещания или от какого-то договора, от какой-то бумаги. Все вот это вот так вот потом перекатывается и дальше, на более дальний срок. И вот смотрите, дальше тоже интересно. Совет крысы, да, выпали. Крысы говорят, будьте осторожны, вгрызайтесь в то, что считаете своим, понимаете? Будьте настойчивы, контролируйте свои доходы и расходы, они еще говорят, доходы и расходы контролируйте. Пятерка пентаклей, то есть здесь не будете контролировать, останетесь без доходов. Здесь смотрите, как может проиграться. Здесь у кого, допустим, свой какой-то маленький бизнес, да, у вас есть наемные сотрудники. Она говорит, наемные сотрудники могут у вас пощипывать, да, как вот эти мышки. Могут что-то у вас там понемножечку отщипывать, да, и, соответственно, вы от этого теряете, да, вы лично теряете. Вот так может эта карта проигрываться. Просто на работе, если вы работаете в какой-то, да, там, компании, фирме, и вы составляете какие-то там, не знаю, проекты интересные, да, то есть кто-то может у вас украсть какой-то проект, понимаете, ваши там коллеги ходят, заглядывают, что вы делаете, и могут все так перекрутить, и украдут ваш проект и покажут как свой. То есть тут надо быть вот, я не могу привести миллионы примеров, просто вы должны понять, что на работе вы должны быть аккуратны. У вас могут что-то украсть, отобрать, отнять, переделать, да, ваше. То есть, ну, вы понимаете, о чем, да, я говорю, я надеюсь. Поэтому будьте предельно вот внимательны на своей работе.
Потому что здесь вот все разворачивается, все главные события на работе. Ну, тут как бы в конце месяца еще и в личной жизни может быть не все сладко и гладко. Ну, вот как бы большие проблемы в работе у тельцов. Так что, тельцы, надеюсь, я вам как-то помогла, предупредила, предостерегла вас, да, будьте начеку, будьте внимательны, следите за своими обязательствами, выполняйте их. Вот сейчас март наступит, вспоминайте, кому вы что должны, кому вы что обещали, чтобы избежать вот этого. Это все можно избежать, понимаете, это можно переписывать свое будущее, как говорится, но нужно знать. Поэтому вот я вас предупреждаю, пожалуйста, вспомните, кому вы что обещали, кому что должны, какие документы, и все тогда наладится, и все это, как говорится, будет по-другому. Ну а если нет, то нет. Хорошо, спасибо за просмотр, за интерес к видео, за интерес к каналу. Ставьте лайк, если вам понравилось, дизлайк, если вам не понравилось, да. Обязательно подписывайтесь, да, очень жду ваших подписок. Ну и благодарю за просмотр.